сколько нам беспечно веряешь сажать ви, а сердце тоже море, а бури в нем путишь, и много перлов шутных сокрыто в глубине.
известный пианист, преподаватель, концертмейстер. Никита Попов! От поля и далеко ли путь ему, по неволе или по воле скачет он в ночную тьму. Едет, едет, едет к ней, едет к Любушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к Любушке своей. Сразу ожил мой ямщик, песней звонкой удалою залился он тот же миг. Еду, еду, еду к ней, еду к Любушке своей. Динь-динь-динь, и тройка встала, ямщик спрыгнул с облучка. Красная девица обняла и целует ямщика. Вот приехал прямо к ней, прямо к Любушке своей. Вот приехал прямо к ней, прямо к Любушке своей. Растворил я окно, стало душно невмочь, опустился пред ним на колени. И в лицо мне пахнула весенняя ночь благородным дыханием сирени. А вдали где-то чудно запел соловей, я внимал ему с грустью глубокой. И с тоскою о родине вспомнил своей, опять жизни я вспомнил далекой. Где родной соловей песнь родную поет, и не зная живых огорчений, заливается целую ночь напролет над душистой веткой сирени. Хотел бы единое слово, я слить мою грусть и печаль, и бросить то слово на ветер, чтоб ветер унес его вдаль. И пусть бы то слово печали по ветру к тебе донеслось, и пусть бы всегда и повсюду оно тебе в сердце велось. И если усталые очи сомкнулись под грезой ночной, о, пусть бы то слово печали звучало во тьме над тобой. Хотел бы единое слово я слить мою грусть и печаль, и бросить то слово на ветер, чтобы ветер унес его вдаль, чтобы ветер унес,
мирской суеты тебя я увидел, но тайно твои почитала мечты. Лишь очень печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море играющий вал. Мне сон повидался тонкий, и весь твой задумчивый вид, но смех твой грустный и злобный с тех пор в моем сердце звучит. Часы одинокие, ночи, люблю я усталый прилечь, я вижу печальные очи, я слышу веселую речь. И грустно так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя я, не знаю, но кажется мне, что люблю. Браво. Тоже канадцу тупее сочинил Монтеверди. А дальше в Венеции работал Алессандро Скарлатти, который сочинил уже не 10, как Монтеверди, а 60 опер. Далее появился Антонио Вивальди, который, как он говорил, сочинил 94 оперы. Правда, известно 50, но он говорит, что сочинял 94. Появился Георг Фридрих Телеман, он сочинил 50, это все в эпоху барокко. Так что Монтеверди был еще очень скромный человек. Они их десятками сочиняли. Правда, надо сказать, что эти оперы были не то, что сочинял Верди, это было, конечно, поскромнее по составу. И многие куски из одной оперы кочевали темой в другую. Потому что, конечно, такое количество абсолютно оригинальных произведений сочинить довольно сложно, но музыка очень красивая, тем не менее. Опера барокко – это отдельная вещь, о которой стоит и говорить, и слушать, но там надо говорить, я вот так сразу не могу вам в одной лекции все описать, отдельно об эстетике этого времени. Вот. Далее, после Флоренции, мы перемещаемся в Неаполь, и там возникает два жанра, которые очень важно вам знать. У нас, помните, появилась драма-мюзика, потом появилась опера в 1639, а появилось потом два жанра. Опера серия и опера буффа. Вот слово буффа вы наверняка надо слышать. Опера серия – это опера таких серьезных драматических страстей. Она могла идти в театр, вот там было значительное количество участников, там обязательно кого-нибудь кем-то жертвовали. Собственно, к этому времени сложился этот сюжетный основа, где обязательно кого-то там ревновали, убивали. Все замечательно. Все веские причины драмы опера любит кровавый сюжет. Она это очень успешно с этим справляется. Вот. Но, когда создавалась опера серия, она людям надоедала и это, надоедалось очень быстро. И внутри, в антрактах опера серия пошли комические сцены. И из этих комических сцен потом начала возникать опера буффа, в которой было гораздо меньше персонажей, она была легче по музыке, она легче воспринималась, и опера в итоге расслоилась на комическую, и, в смысле, на драматическое и комическое искусство. Обе имели успех, и обе появились у обоих направлений очень много различных вариантов и названий, колоссальное количество. И надо сказать, что комическая опера, еще надо знать, что она опиралась на комедию дель акта, поскольку это все-таки комическое искусство. Мы послушали Хворостовского. Это Кристоф Вильвальд Блюм. Это классическая эпоха. Это уже прошло барокко. Барокко длилось 1600 года и где-то полтора столетия. А это уже 1762 опера Глюка. И, в принципе, в то время было популярно и бельканто, возникли кастраты.
Об этом есть отдельная передача «Искусство кастратов», где мужское пение и мальчиковые высокие голоса сохранялись, а мужчины лишались возможности иметь детей. Ну, вы сами знаете, что такое кастрация. Вот. И их сохраняли, это отдельная культура, им хорошо платили, они развлекали вельмож, и искусство кастратов, оно очень высоко ценилось в Италии. Да потому что тогда еще женщина не была на сцене. Ну, она не очень-то была на сцене. Была, но не очень. В основном ценились разные голоса. Как у Шекспира. Да, все эти страдания мне лично непонятно, потому что искусство барокко, искусство высочайших мужских голосов присутствует и сейчас. Это контртенора, сопранисты, очень много вариантов. Или часто эти партии заменяют меццо-сопрано. Женщины с низкими голосами. Партии мужчин. Зачем этих бедных мужчин уродовали, никто не знает. Есть от природы голоса мужские, которые остаются очень высокими и в зрелом возрасте. И не так много, но не есть, их бы хватило. Ну вот надо было вот так вот такое-то искусство кастрации. Тоже как бельканто искусство кастрации. Это особенности, которые породила именно опера. Мы понимаем, что она вот такие жертвы. А женщины вообще имели, конечно. Со временем все имели доступ к сцене, но мы сейчас не совсем об этом говорим. Вот, значит, Кристоф Люк, он в итоге стал избавлять оперу от просто украшательства, от красивого пения. Он стал делать настоящим современным спектаклем. Но все вы знаете, что опере предшествует то, что вы слушали в начале, увертюра. А тогда это была симфония, увертюра, шла музычка, которая вот так вот народ успокаивала, как я успокаивала, и никакого отношения по тематике к опере не имела. Кристоф Люк сказал, непорядок, тематически должно быть связано. То есть темы оперы должны звучать в увертюре. Вы вначале должны познакомиться в инструментальной версии с портретом, таким синопсисом инструментальным, да? А потом уже все развитие. И уже Глюк развил оперу в том должном академическом классическом стиле, как это положено. Сейчас рассказывать долго я не могу, но запоминаем его имя. Кристоф Глюк. Вот, значит... Ну, а далее с оперой происходит что? Надо понимать, что и Генрих был немец, а Глюк австриец. Но творили они не в Германии, не в Австрии. Оперное искусство там было не очень развито. Там все равно церковь использовал. Бах, мы сколько знаем, он автор в основном религиозной музыки. Опер он не писал. В основном они приезжали в Италию, в Англию, во Францию, и там творили дальше. Потому что там, я повторяю, там оперы ставились, там за это платили. Композитор идет туда, где платят. Вот. И эти реформы, они появились в Париже. И в итоге опера переместилась во Францию. И там надо запомнить два имени. Жан-Батист Люли и Жан-Филипп Рамо. Это выдающиеся французские оперные композиторы, которые создали большую оперу, гранд-оперу, огромные спектакли в 5 актов. Они этим прославились. Значит, а уже ближе к началу 19 столетия надо напомнить имена Россини. Увертюру мы слушали, да? Вильгельм. Россини — это сирийский цирюльник, это Золушка, это Вильгельм. Это уже, собственно, переход от классического искусства к крайнему романтизму. Это Россини, Беллини, Доницетти. И сейчас мы немножко послушаем. Вы будете ли? Ну, будет понравиться? Нет. Люблю. Так, господин. Что я? Мне одной трудно и управлять и говорить. Я ж хочу. Да. Я хотела...
Браво!